Мужчина нанес музею ущерб в размере около 2 миллионов рублей. Все началось с того, что ДПС задержали в Якутске нетрезвого водителя, который совершил ДТП. В ходе проверки они установили, что в день происшествия подозреваемый выпивал, после чего направился в магазин, где похитил сотовый телефон продавца. На этом злоумышленник не остановился и решил наведаться в один из музеев города. Разбив окно на втором этаже здания, он проник внутрь. До прихода охранника злоумышленник успел разбить витрины, а также повредить ценные экспонаты. Нанесенный ущерб составил 1 миллион 797 тысяч рублей. Сбежав от охраны, он обнаружил на территории музея припаркованную машину, составленную в замке зажигания ключами, принадлежащую музею. Злоумышленник скрылся на угнанном автомобиле и позже, не справившись с управлением, совершил ДТП. При нем был обнаружен похищенный сотовый телефон, который возвращен владельцу. В Нюрбинском районе в суде рассмотрели уголовное дело об оскорблении полицейских с использованием приложения WhatsApp. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В апреле этого года в селе Антоновка Нюрбинского района сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял нетрезвый водитель. С ним находилась его супруга, которая после остановки начала снимать сотрудников ГИБДД на видео, при этом комментируя их действия нецензурными словами и выражениями. Отснятые видео она отправила в различные группы мобильного приложения WhatsApp. В ходе следствия было установлено, что женщина страдает психическим заболеванием. В связи с этим она была освобождена судом от уголовной ответственности с назначением ей принудительных мер медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства. Житель Нерингри дважды украл деньги у своего работодателя. Выяснилось, что ранее судимый 32-летний местный житель устроился сторожем на станцию техобслуживания. В рабочее время подозреваемый проник в комнату администратора и украл оттуда 38 тысяч рублей. Затем перестал выходить на работу и скрывался от своего работодателя. Через некоторое время друг подозреваемого возместил похищенные деньги, и мужчину приняли обратно, поверив в его раскаяние. Однако исправляться злоумышленник не собирался и на этот раз украл 64 тысячи рублей. Похищенные деньги он пропил. Инструктор по дайвингу в Мурманской области потерял 2 туристов. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. По данным следствия, обвиняемый, являясь инструктором подводного плавания с аквалангом, оказывал услуги населению по организации и сопровождению туристических выездов групп дайверов с нарушением требований безопасности и допустил грубое нарушение норм и правил подводного плавания. Инструктор допустил погружение без достаточного опыта и без инструкторского сопровождения 2 туристов. В результате дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом без достаточного количества воздуха в баллонах. Без наблюдения за их действиями со стороны инструктора в открытой воде при температуре воды 8-10 градусов Цельсия. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Расследование уголовного дела продолжается. В Мирном за злостное уклонение от отбывания наказания мужчине исправительные работы заменили на лишение свободы. По сообщению прокуратуры региона, мужчина был осужден на 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка. За неявку без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию он неоднократно письменно предупрежден о замене исправительных работ более строгим видом наказания. По выданным инспекциям предписаниям не трудоустраивался, либо допускал систематические прогулы на рабочем месте. Кроме того, допустил нарушение общественного порядка, за что привлечен к административной ответственности, в связи с чем неотбытая часть наказания осужденному заменена на лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В Сунтарском районе суд назначил реальное лишение свободы женщине, имеющей отсрочку отбывания наказания. Подсудимая, будучи ранее судимой, в том числе за разбой и имея отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, будучи пьяной, в ходе возникшего конфликта ударила потерпевшего ножом, причинив ему легкий вред здоровью. Суд приговорил ее к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.